Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тимур Шукуров. Мы продолжаем с вами углубляться в изучении крымско-татарского языка. И сегодня от отдельных слов мы переходим к целым выражениям. И не к простым, а к устойчивым. Чем отличается речь человека, который только начал изучать язык, от речи носителя языка? Правильно, образностью и разнообразием. Можно иметь большой словарный запас, великолепно знать грамматику, но культурный код проявляется, когда говорящий знает и умеет пользоваться образными выражениями, пословицами, поговорками, идиомами и фразеологизмами. Языковеды считают, что для совершенного владения языком необходимо знать не менее 700 устойчивых выражений. Но ведь надо с чего-то начинать, и начнем мы сегодня с идиом. Поехали! Некоторые идиомы в крымско-татарском языке в дословном переводе звучат довольно забавно. Но начну я с английской идиомы horse around, что дословно переводится «вокруг лошади», а значение этой идиомы – «бездельничать». В крымско-татарском языке на помощь бездельникам вместо лошади приходит собака. «Копек суарып юрмек», говорят крымские татары, осуждая бездельников, что дословно переводится «ходить, поливая собаку». Университеттен сон бір ел копек суарып юрды. После университета год ходил бездельничая. А тех, кто занимается бесполезным делом, говорит такая фраза «Йол сыпырткасы олмах». Дословный перевод «быть дорожным веником». «Етер йол сыпырткасы олмах». Файдалы борщение нограш. Хватит слоняться без дела. Займись чем-то полезным. «Бызым чечеклерымызде бір күн ачар» – практически строчка из песни, дословный перевод, и наши цветы когда-нибудь раскроются, расцветут. Несложно догадаться, что значение данного выражения совпадает с привычным нам, и на нашей улице будет праздник. «Касевет этме достым, бызым чечеклерымызде бір күн ачар». Не переживай, друг мой, и наши цветы когда-нибудь расцветут. А как вам такая фраза «кость ташламах», что переводится «бросить глаз»? Но нет, это не то же самое, что и «положить глаз». «Кость ташламах» – это «взглянуть». «Тюккянга бармаздан эвель буздолап ичине кость ташладым». Перед тем, как пойти в магазин, заглянул в холодильник. «Козлеры йолда калды». Дословный перевод «глаза остались на дороге», что означает ждать кого-то с нетерпением, проглядеть все глаза. «Не ает сен кельды, козлерым йолда калды». Наконец-то ты пришел, ожидая тебя, проглядел все глаза. В крымско-татарском языке с глазами постоянно что-то происходит. Вот еще одно выражение – «козю арта калмак». Дословный перевод идиомы «глаз остался сзади». Согласитесь, странновато звучит. Но это только если переводить дословно, чего, конечно же, нельзя делать в подобных ситуациях. Это выражение означает уехать, уйти, не сделав задуманного, или переживать за того, кто остался. «Сен бар козлерің артта қалмасын, мен балаларыңны бақарым». Можешь ехать спокойно, я присмотрю за твоими детьми. «Көзге кірмек» – дословно «войти в глаз». Значение «добиться расположения», «войти в доверие», «нравится кому-то». «Көзіне кірмек үшін біраз вақыт керек». Нужно немного времени, чтобы войти к нему в доверие. Но чаще используют отрицательную форму этого выражения «көзінден чықмақ» – выйти из глаза, что означает потерять чье-то расположение, впасть в немилость, не доверять, разочароваться. Продолжим фразеологическое исследование глаза. «Кось боямак», если переводить дословно, «красить глаза». Но это никак не относится к макияжу. Значение этого выражения – пускать пыль в глаза, вводить в заблуждение, привирать, приукрашать, обманывать. «Ол ганық кыбы сойледжем, кось боямак истемеем». Скажу как есть, не хочу приукрашивать. И опять глаза. «Кореджек козым йох». Так говорят, когда на кого-то сильно злятся. Дословный перевод «видящего глаза нет». Вот представьте, у меня два глаза, но чтобы увидеть кого-то, на кого очень сильно злишься, глаза работать отказываются. Значение этой идиомы «видеть не хочу». Настолько, как правило, это человек, он мне неприятен, настолько я на него обижен. «О менің доған күнім ақында ұнытты, оны көрежек көзім жоқ». Он забыл о моем дне рождения, видеть его не хочу. Последняя на сегодня идиома со словом «глаз» – «кось кулак олмах» – быть глазами и ушами. Тут по смыслу все понятно – быть внимательным, присматривать за кем-то или за чем-то, охранять. «Қардашыңа көз құлақ ол, бір шей чықармасын».
Присмотри за младшим братом, чтобы он ничего не натворил. Кстати, «борщей чекармак» переводится «вытащить что-нибудь», но в данном случае означает что-то натворить, во что-то вляпаться. Ой, Арамас Кеннеди борщей чекарды, этот негодник опять что-то натворил. В продолжении темы ушей вот такая вот фраза «кулак асмамак», что в переводе «не вешать ухо». Значение этого выражения – пропускать мимо ушей, не обращать внимания, махнуть рукой на кого-то или на что-то. Айткан шейлерме кулак асма, бушакка еді. Не обращай внимания на то, что я сказал, это была шутка. Уши в крымско-татарской фразеологии по количеству устойчивых выражений не уступают глазам. Кулак ашамак, что переводится как «съесть ухо», а означает прожужжать все уши, много болтать или, как еще говорят, присесть на ухо. Ecdatlары пек мешур ве зенгінлерден олғанлары икәйе етіп, кулакларымны ашады. Прожужжал мне все уши, рассказывая о том, что у него очень знатные и богатые предки. Деведен кулак – очень интересная фраза, которая переводится «от верблюда ухо». Кстати, в Крыму раньше очень часто встречались эти интересные животные. Значение этой фразы примерно такое же, как у русскоязычного аналога «сгулькин нос» или «капля в море». То есть что-то маленькое и незначительное, хотя верблюжье ухо не кажется мне чем-то незначительным. Тем не менее. «Оның айлығы менімкіне көре деведен кулак». Ее зарплата по сравнению с моей совсем маленькая. Деве минареге чекканда, когда верблюд взберется на минарет. Ясное дело, что это произойдет тогда, когда рак на горе свистнет, то есть никогда. Сен не вақыт ана тіліні огренмеге башладжан. Деве минареге чеккандамы, когда ты уже начнешь изучать родной язык, когда верблюд на минарет взберется. Теперь, говоря о идиомах, вспомним о руках. Кол тутмах – это выражение очень часто используется в речи. Переводится «держать руку», а означает поддерживать, встать на чью-то сторону. Проектымызге кол тутканыңыз үшін сау болыңыз. Спасибо, что поддержали наш проект. Эллеры алтын кесе, руки режут золото. Так можно сказать о человеке, который что-то хорошо умеет делать, либо все, что он не делает, получается хорошо. Этакое сочетание фраз «мастер на все руки» и «золотые руки». Рустембей пек истидатлы уста, эллеры алтын кесе. Рустембей очень талантливый мастер, у него золотые руки. Гагасындан тутмах, дословно «взять за клюв». Это выражение не из словарного набора работников зоопарка или орнитологов. Значение идиомы «взять с поличным», «разоблачить». Хырсыз тапылды, біз оны гагасындан туттық. Вор пойман, мы взяли его с поличным. Если вы услышите фразу «ахзанен куш тутмах», то есть «ловить ртом птицу», тоже можете подумать об орнитологах, но вновь ошибетесь. Так говорят об очень умных, одаренных и сообразительных людях. В русском языке в таком значении употребляется фраза «семь пядей во лбу». От птиц перейдем к предметам одежды. Англичанин, когда в чем-то уверен, а другие сомневаются, говорит «я готов съесть свою шляпу». Крымский татарин в таком случае готов сживать свой ремень. Так дословно переводится фраза «кайшымны чайнарым». Мен ақылы олмасам, қайшымны чайнамаға азырым. Если я не прав, готов сживать свой ремень. В крымско-татарском языке жуют не только ремни, но и разговоры. Лав чайнамак – жевать разговор. Так говорят, когда кто-то виляет, заговаривает зубы, ходит вокруг да около. Етер лав чайнамак, доғырсыны айт. Хватит вилять, говори прямо. Чеплак баджах – дословно босые ноги. Так говорят о бедняках. Озы чеплак баджах олса да, такси иле юре. Сам босоногий, а ездит на такси. Янды чырағың – фраза, которая переводится «сгорела твоя свеча» и означает «все пропало, все пошло прахом» или «твое время ушло». Озымызны көстереріміз, бізім чырағымыз да янып битмеді. Мы себя еще покажем, наша свеча еще не догорела. Бетінде қан қалмады. Так говорят о человеке, которому внезапно стало плохо и он побледнел. А переводится «ни кровинки в лице не осталось». Саңа не oldu я? Бетінде қан қалмады да. Что с тобой? У тебя в лице не осталось ни кровинки.
Сегодня я рассказал лишь о некоторых идиомах в крымско-татарском языке. На самом деле их великое множество. Изучая их и применяя в своей речи, вы с легкостью создадите впечатление знатока крымско-татарского языка. Мувафакиятлер телеем.